Вот собачку покормил. Стол позавтракал, да? Собака. Собака. Приехал вчера вечером на место. А тут тоже, блядь, склон. Было подморожено. Сейчас с утра все растаяло. Стоял мордой вниз. Ну, тут, блядь, еле вылез. Но ничего, потихоньку. Подрылся чуть-чуть. Вперед съехал, морду туда вывернул. И задом вытолкал прицеп. Все нормально. Вот тоже разгрузка жопа. Назад сдавал, он там вот опять асфальт заканчивается. Вот где кусты вот эти слева. Там опять песок. Пришлось снизу с разгона, блин, прицеп в жопы толкать. Аж вон туда он. Вот видите, тоже песок. Если тут в горку это все дело. Ничего. Вот до машины аж дотолкал прицеп быстренько с разгона. Вот. Еще вот эта площадочка снизу. Разогнался жопой. Потом здесь на площадке развернулся и задом затолкал обратно. Наконец-то погода что-то налаживается более-менее. Вчера была вообще кошмарная. Ехал, лед уже был, дождик прошел -1. Доезжал уже, можно сказать, по льду. Осталось 30-40 километров. Все, морда оттаивает от снега последнего, который шел в Улан-Удэ внизу. Ночью все светится там в низине. Гипермаркет Мед вот здесь еще рядышком. Собачке дал миска. Вчера, когда приехал, сегодня дал печенек, вафелек. Теперь не отходит от меня, охраняет. Что у нас? Топливо нормально. Вчера заправились. Колесики тут. Все норма. Сегодня воскресенье. Как раз грузят, так скажут, что куда потом двигаться. Погода что-то испортилась. Опять какие-то отрыжки пришли. Дождик то покапает, то перестает. Встал я под разгрузку. Вон собачка. Чего ты прыгаешь на меня? Карай, иди отсюда. Уйди, нельзя. Иди. Пошли, все, иди. Вот, блин, играет, а? Вот. Все, иди. Это ветерок поднялся. Нехороший. Вот такой вот лог. Уйди. Заехали, сколько будут разгружаться, не знаю, там 2 человека грузит всего. 1050 коробок бананов. Ну что, пойдем пока видосики поделаем для вас. Что-то прохладно. Хотел машину хотя бы тягач тирануть. Ну что-то погода совсем нелетная, не позволяет это делать. Играется.
пообедал. Собачкам тоже покушать дал. Пойдем. Вот у нас мусор. Надо будет выкинуть. Видосик делается. Смотрим киношки тут. Делаем видосики. Что так? Все, забрали доки, разгрузили нас, разгружали довольно-таки и не быстро, и недолго, на среднее время 5. И едем по окраине Улан-Удэ. Сейчас вам в сборке будет видно сам город. Пробочки тут. Все, выдвигаемся в сторону Иркутска, чуть-чуть подальше по трассе. Будем грузиться аккумуляторами. Нам надо проскакать 500 км. Ну, в принципе, доедем, отдохнули. Ничего страшного. Переезд. У кого переезда? Низинки город сам находится. Пост. Что за пост? Там что написано? Пост безопасности. Это к железной дороге относится. Да. Ах, нет, все прыгает. Работники. Прямо по главной. Жестянку это я так и не посмотрел, все некогда, блин. То холодно, то, блин, неохота. Надо ее снять, немножко подогнуть. Защитную эту. Машинку. Так и будет стоять за нами там еще километр машин. Тоже строечка идет. Осторожно, дети. Доехали до Байкала. Вон у нас справа находится. Вот такая пробочка. Тут стоим. Поднимаю, сказали, машину. С оврага, что ли, или где-то, короче, улетела. Причем наша машина, Орда. Сейчас спросил по рации у парней. Говорю, что случилось, что стоим на Иркутск. Сказали, поднимают машину
с кувета орда, говорит, улетела. Говорит, 3 дня уже там, говорит, лежала, что ли. Сейчас поедем, посмотрим, что. Остановимся, может, нужна помощь какая, если водитель там есть. Так что будьте аккуратней. Вот видите, вон на карте, вот мы стоим, вот Байкал уже рядышком. Да, о, видно, белый. Вон паровозик идет, и он за ним сразу Байкал. Не заколебал этот ремень уже душить. Просто чтобы знал. Вот что-то такое. Проехали мы сколько? 250 км всего. Ну ничего, все, доедем до куда. Погруз как раз у нас не завтра, а послезавтра. 12 числа я что-то не посмотрел, думал, сегодня 11, а что-то как-то с числами уже. Ну и ничего, не будем торопиться. Где-нибудь остановимся, переночуем на стояночке. Будем двигаться дальше. Наверное, машинку будет долго вытаскивать, не знаю, сколько стоят. Будь здоров. Не знаю, что будем стоять. Давно его таскивать, недавно, не спросил. Интернета нету. Да что такое? Будь здоров еще раз. Грусти, печали. Минут 40 простояли мы. Двигаемся дальше. Вроде вытащили машинку. Сейчас посмотрим, что там. Кто там. Поехали наверху. 10 метров проехали, опять стали. Что-то встречных пускают. То по одной полосе, что ли, едут. Непонятно что-то. Сейчас, главное, встречные шли, потом прекратились. Наша сторона пошла. Потом наша встала, смотрю, встречки опять пошли. Что-то. На одну сторону машину-то вытащили. Одна полоса, наверное, занята, все равно же будет. По очереди пускают. Я где-то далеко. Ну что, выходил на улицу, не слышно же, они же машины там работала где-то, что вытаскивают. На УД до полной. Ну вот, ну ладно, да, встают. Движение на Иркутск, парни. Ну, теперь там встала. Наша страна идет. Это так будет по очереди, да, вон, все прекращаются. Дорожные работы какие-то. Посмотрим.
спросим, что там. Нужна помощь, не нужна помощь. Ничего не видать, вот тут эвакуатор стоит. Да это вытекало, наверное, через крышку. А? Через крышку, наверное, просто подтекло. Да? Ну, Так-то тут, все может, целое. Много солярки, что ли? Тут солярки нету почти. Тут 80 литров. все равно. На боку как лежал. Вон, да, подкапывает. Да, где-то пошла трещина-то пошла. Сочится она. Ну да, что-то. Сочится. Еще, блядь, и основной бак, да, с этой стороны. Нагнуло чуть-чуть. Вот так вот. Гололед, видите, что тут сделал. Ничего, мне надо. Еда, все есть. Вода. Ладно, давайте, полетел и тогда. Давай я там вожу. Дорожники стоят, регулируют. Ничего, главное, что сами живы. Ничего не надо, ребята, все есть вроде. Ничего страшного, железка. Она есть железка. Дорога, она есть дорога. Ничего, сделают. Едем дальше. Друзья, вот так вот проснулся утром. Начал на Колтук заезжать. А тут вот такая вот беда. Машинка лежит. Да, это страшно. Что было, неизвестно. Скорее всего, гололед. Да? Остается только гадать. Загрузка у нас завтра. Едем не торопясь. Все хорошо. На улице +1. Вот холодненький такой ветерок. Ну, я думаю, если сейчас мы горы пораскочим, там уже будет другая погода совсем. Как это обычно бывает. Так что двигаемся вперед. Не торопимся. Всем хорошего дня. Почти приехал. Город Свирск. В Иркутской области находится. Ну, недалеко от Иркутска, там соточка. Подъезжаешь. Почти приехал. 20 километров осталось. Ой, дорога тут, блин. Между деревнями, короче. Со трассы съехал. Опять что-то то, блин, снежок срывается, то что-то непонятно. Вроде +4, +5 на улице. Все равно тепла еще как такового основного нету. Может быть морозится, может быть тепло. Там полос идут, где тучки. Кстати, дождь идет, может снег идет. Дорога. Дорога не для шоссейных автомобилей. Ну, потихоньку доедем. Времени убьем, вот, когда вот ехать будем 20 км.
получился, ну, скажем, не рейс, а круг. Якутск, Владик, что-то прям много машин в кюветах съезжало. Везде какие-то такие погодные условия. Дождь, 0, -1, +1, вот это все очень сильно тоже сказывается. Потому что сейчас ехал такой асфальт чистый, блин, через 100 метров оба он уже, блядь, там, такой же цвет, там, блядь, все. Ну, не такой же цвет, чуть потемнее. Ночью можно и не разобрать. Там уже будет лед. Один поворот-то зашел хорошо. Сухой асфальт тормаживал. А следующий ты уже не затормозил и уехал. Сами видели, наши парни вчера вытаскивали наших из Орды. Тоже, говорят, скользко было. Потом сегодня я вот поднимался, проснулся. По стоянке выехал только на Байкале. Тоже только начался перевал Култук, первый поворот, и тут же машина лежит. Хорошо, она туда дальше не влетела, блин. Надеюсь, там тоже не пострадавшая. Кабина целая. Поезд мчит куда-то. Контейнеры куда-нибудь в Китай тащит. Едем вообще, блин, прям 30 километров. Хорошо, если до 40 разгонишься. Через километр поворачивать налево на мостик. Вон там через над железкой мост сделанный. Коллега сблудился тоже туда. Его тут нету. Что грузит туда. Приедем, сейчас глянем, что там. Ну, вроде где-то возле речки находится. Будет резкий поворот налево. Через 300 метров поверните налево. Спасибо. А затем поверните налево. Это как так, блядь? Через 200 метров круто поверните налево. Заткнитесь, вы заколебали вы уже, блин. Что один, что второй. Использую два навигатора. Я уже говорил. Круто поверните налево. Поверните налево, а затем поверните налево. Один у меня обычный Яндекс навигатор, а второй 2GIS. Ну там настроена грузовая навигация. 5 километров. И уже где вот по деревьям таким вот ездишь по городу незнакомому, где еще не был, включаю, смотрю грузовую навигацию, как кто что ведет, и легковую. Легковая, понятно, через все деревни ведет как быстрее. Она и тут сейчас вела мне чуть ли не по полям. Что вот сотрудники ДПС. Странно, не на УАЗике ездят.
станция. Разгрузочная какая-то, погрузочная. Щебенку грузит. И все теперь нам прямо зато легковушка еще. Через 200 метров плавно поверните направо. Плавно поверните прямо. Ладно, поеду, потом покажу вам, что куда приеду. Наконец-то я добрался. Ой. Вот он, основан в 1949 году. Это речка, он прямо у нас замерз. Тут снежок пошел, я говорю, тут снежочек идет, то не идет. На улице плюс 4. Но ветерок холодный, поэтому весь снежочек. Сейчас приедем, посмотрим, что пойдем. Сходим, скажем, что прибыли. Может быть, сегодня загрузим. Время чуть-чуть обед. Если такие принципиальные, то только завтра. С этой стороны речечка уже оттаяла. Тут дорога ровная, а ничего не ровная. Subaru ездил здесь. Магазин продукты. Так, в общем, приехали. Давайте зайдем в продуктовый магазин. Купим молочка, если есть. А то дальше, наверное, уже не будет.